Десятки лет ждали миллионы наших соотечественников по всему миру. Стать гражданином России станет легче. Президент подписал закон, предельно упрощающий получение российского гражданства. Желающим, в общем, нужно только говорить по-русски и иметь близких родственников, которые когда-либо проживали на территории нашей страны. Алексей Петров в деталях о том, как будет действовать новая схема. Главный нюанс. Чтобы получить гражданство быстрее, чем обычно, нужно будет пройти собеседование. Федеральная миграционная служба создаст специальные комиссии в каждом регионе. Туда войдут не только сотрудники ФМС, но и лингвисты, преподаватели вузов, сотрудники местных департаментов образования и Минюста. Специалистам предстоит оценивать, действительно ли претендент на российский паспорт уверенно говорит по-русски и общается на нем каждый день в быту. Экзамен будет состоять из аудирования и непосредственно собеседования. Если обращений будет очень много, возможно, принимать экзамены будут чуть ли не ежедневно. Он пишет заявление и подает ее в комиссию. И по мере поступления данных заявлений будет собираться комиссия. Она обязана будет собираться не реже, чем через 5 дней после того, как поступает это заявление. В некоторых случаях отказываться от иностранного гражданства не потребуется, например, если это предусмотрено международным договором. Для того, чтобы претендовать на российский паспорт по упрощенной схеме, нужно постоянно жить на территории России, но имеет значение и то, где жили предки. Это касается тех лиц, родственники которых проживают на территории Российской Федерации или проживали на территории Российской Федерации, родственники по прямой восходящей линии. Родственники проживали на территории Российской Федерации в период существования Российской империи, в период существования Советского Союза. И еще раз хочу сказать, это касается тех границ Российской Федерации, которые существуют в настоящее время. Иными словами, если человек живет, к примеру, в одном из государств СНГ, но его дедушка жил, предположим, в Москве, Пензе или Владивостоке, если с русским языком проблем нет, то можно подумать о получении российского паспорта. Тех, у кого есть основания получить гражданство в экспресс-режиме, даже пустят в страну в обход многих формальностей. Визу дадут быстрее. Минуя получение разрешения на временное проживание, эти лица сразу будут документироваться видом на жительство. Это уже облегчает процедуру и, соответственно, сокращает сроки с момента въезда до момента приобретения гражданства Российской Федерации. От претендента не будут требовать непрерывного проживания на территории России в течение 5 лет. Сейчас такая норма действует. А паспорт выдадут за 3 месяца вместо полугода. За те же 3 месяца смогут получить гражданство и участники специальной государственной программы. Речь идет о соотечественниках, которые живут за рубежом и намерены переехать на историческую родину, в Россию. Чтобы не было злоупотреблений, вид на жительство будет аннулироваться, если иностранцы спустя 2 года после получения так и не подадут заявление на гражданство. Новый закон адресован прежде всего миллионам тех, кто даже вдали от родины не забывает о своих корнях. В целом, это действительно должно облегчить повседневную жизнь миллионам граждан. Я думаю, что это должны быть миллионы. А может быть 2-3 миллиона. О ком идет речь, прежде всего? Ну да, о выходцах из бывших союзных республик. Украины, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Впрочем, речь идет не только о соседних государствах. Русскоязычные общины есть по всему миру. Взять хотя бы несколько волн русской миграции. И сразу после революции и десятилетия спустя. США, Европа и даже Латинская Америка не исключение. У тех, кто хочет воссоединиться с исторической